Добрый день, товарищи. Я хочу небольшое дать, самое новейшее сведения о том, что происходит с учебниками. С учебниками у нас в стране. Значит, из учебников начальной военной подготовки школа в 2016 году убрали главу о цветных революциях. То есть тот состав рядовой и младший, который стоял против путчистов в 2020 году, они еще в средней школе ознакомились с этой темой. Дальше это убрали. Теперь в этом году решили добраться уже до учебников суворовских училищ и там тоже поубирать то, что, так сказать, идиллическую картину мира, насаждаемую глобальными фондами, будет людям портить. Есть люди в учреждениях образования, через которые эти учебники проходят, которые забили тревогу, стали против этого дела. И вот, значит, из такого учреждения образования учебники суворовских училищ, они тоже проходят обычные гражданские установы, которые, значит, полномочный, компетентный, как у нас в республике все, компетентный, кандидат наук пишет рекомендацию, доктор наук одобряет, и пошло дело гулять, как Куропаткий фейк, например. А когда люди говорят, ну сколько же можно надуваться над здравым смыслом, над исторической правдой, приходи к нам, будем вести диалог, адепту Куропаткого фейка. А он доктор наук и говорит, а кто эти вообще такие, чтобы со мной разговаривать? Так вот, значит, все утвердили, а там один мужик встал и сказал, нет, такое не может быть. Написал министру докладную, ну, мужик как бы и решительный, и авторитетный. И вот, значит, министр высказывается следующим образом. Вернул назад это обращение и говорит, да кого мне увольнять? Директора типа или вот этого? Это такой разговор у министра. Его министром президент назначил, чтобы решать, кого увольнять, или он что должен был сказать? Давайте будем разбираться, посадим комиссию независимую, позовем людей, хотя бы нас, активистов ценностного гражданского общества, патриотического, давайте смотреть, что с учебником не так. Если кто-то сказал, что что-то не так, вроде это серьезно, вроде тоже человек компетентный подает, так министр должен сказать, давайте будем обсуждать, он назад говорит, ну, так кого мне увольнять? Этого или этого, типа разбирайтесь. И вот сейчас в этом положении дело зависло. Просто чтобы мы знали, что происходит. Сейчас противостояние имеет характер встречного боя. С одной стороны, патриотические силы окрыяли после подавления путча, озвучивают свой голос, и одно то, что мы тут собрались, говорит само за себя. С другой стороны, тенденции, которые насаждают у нас глобальные фонды, ЮНЕФПА, ЮНИСЕФ, который пущен в образование из 100 пунктов плана по детям, принятого в 2017 году, ЮНИСЕФ помянут более чем в половине, более чем в 50 пунктах. Так? И они продолжают свою деструкцию. Недавно получили мы ответ из Минздрава, что Минздрав работает над внедрением МКБ-11. Подробно, что МКБ находится в противоречии с этиологическим подходом и со всей советской медициной, со всем, что наработано было советскими медиками за много-много десятилетий советской власти. И там, где еще учились медики, которые первые десятилетия независимости республики работали, это мы в тот раз подробно изучали, да? А сейчас только напомним, что там все возможные половые извращения объявляются нормой. Это МКБ-11. Они работают над внедрением. Не может быть, что в одной области будут работать над внедрением социальной деструкции, а в другой будет все отлично. Поэтому социальная деструкция добирается и до учебников. И вот мы сейчас должны защитить белорусскую молодежь от социальной деструкции, чтобы все прекрасные вещи, которые мы слышим по государственному телевидению, где выступают серьезные действительно люди, политологи, экономисты, такие как Петровский политолог, такие как Авдонин, ученый-экономист серьезнейший вчера выступал, да, слышим все эти хорошие вещи. А молодежь,
которая ходит в школу и должна сдавать экзамены. Их учат чему-то совсем другому. И вот нам надо вот эту состыковку осуществить с Божьей помощью.